И еще я бы хотел бы обратиться к мусульманам на русском. Я думал на чеченском обратиться, но здесь есть и другие мусульмане, которые говорят на русском языке. Некоторые под видом чеченцев сюда приехали, беженцы, с родителей приехали. И к ним тоже хотелось бы обратиться. По поводу вот этой ситуации, которая, может, нагнетается. Нагнетается, и я надеюсь, этого не произойдет, но с большой вероятностью есть все основания полагать, что Россия готовит массовые террористические атаки на Германию. В связи с этим я обращаюсь ко всей чеченской молодежи, которые смотрят разные сайты, разные вот этих пропагандистов, которые нам тут рассказывают про там религию, про ислам, про там джихад, про священную войну там и так далее, и так далее, и так далее. Здесь проживает 5 миллионов мусульман, которые живут очень давно здесь. Многих миллионы приняли недавно, когда в Сирии было очень тяжело. Именно Германия протянула сирийцам руку помощи. Именно чеченцам протянула в том числе руку помощи. 50 тысяч чеченцев проживают в Германии. 50 тысяч. Это большое число для нас, для нашего народа. Всего в Европе проживает около 300 тысяч. И шестая часть из них проживает в Германии. Нас никогда не обижали здесь. Нас никогда не ущемляли здесь. Германия относится, я человек, который прожил в России, могу сказать, что относится к нам так, как никогда Россия не относилась к нам. С большим уважением. Наших родителей и нас самих они лечат. Они нашим детям дают образование, обеспечивают социальным пакетом, страховкой. И за все это время никогда немцы, хотя были случаи, когда депортировали, потому что Россия запросы делала и нас представляли радикалами. И тогда с Россией были хорошие отношения у Германии. Но сейчас все изменилось. И проблема в том, что мы не объясняли немцам. Немцы не знают реального положения, нашего положения, как Россия нас оболгала, как она нас представляет радикалами, фашистами, исламистами. Они не знают. Им приходит материал, они нас депортируют. Депортировали. Мы по этому поводу проводили митинги и так далее. Это все остановилось. Здесь реагируют. Здесь есть один парень, Микаил Мализаев. Этот Микаил Мализаев был представлен радикалом, его жену и детей выслали в Россию, его самого избили, российские вот эти разные пропагандисты, журналисты, под видом журналистов пришли к нему, избили его. Его самого хотели, а он сделал видеообращение на чеченском языке, которое можно было интерпретировать, как будто что он создает какие-то группы. У него в голове этого не было, я просто знаю этого парня. В голове даже не было создавать какие-то там группы, что-то там плохое делать, там, нарушать закон и так далее. Но он говорил, давайте давать отпор. В информационном смысле, вот в этом смысле он имел в виду. Ну, его представили радикалом. Его представили исламистом, что он хочет создавать здесь джамааты для нападения и так далее. Я был с этим человеком тогда на связи и прекрасно знаю, что он говорил, зачем он это говорил и так далее. И против него уже было возбуждено дело. И нам удалось сделать так, что полностью дело закрыли. Полностью. Вот после этого, как не проникнуться к уважением к этой системе? Ни к народу, ни к государству, просто системе правоохранительной, которая так себя повела. Убили здесь Зелимхана Хангашвили. И с Микаилом Мализаевым все обошлось. Он сейчас в Германии. Его семья, правда, уже вывезена. Уже она находится в России. Либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Но он здесь остался. Дали позитив. И у него относительно все нормально. Он, кстати, ведет блоги. Там продолжает дальше вести свою информационную борьбу. Убили Зелимхана Хангашвили. Его убийцы были задержаны. Его убийцы был задержан, арестован. Вадим Красиков.
ему дали пожизненный срок, максимальный срок, который здесь возможен в Германии. Россию признали заказчиком этого террористического акта. Это и прям прямая формулировка Берлинского земельного суда была о том, что за этим убийством, за убийством Зелимхана Хангашвили, чеченского воина, что за этим стоит государство российское, что это террористический акт, что за этим стоит правительство российское. Вы понимаете, чего это стоило Германии? Вы понимаете, как это было трудно все? Портить отношения, объявлять Путина, Россию террористическим государством. Это же не просто политические моменты, там огромные деньги, экономическая связь. Ведь Россия продавала огромное количество газа, машины, ну все оборудование немецкое, все торговалось с Россией. И это все нужно было оборвать. Только лишь из-за одного чеченца. Один всего лишь чеченец был. Поэтому любой чеченец, любой кавказец, любой мусульманин, который меня услышит, который совершит что-то против Германии, клянусь Аллахом, а я знаю Коран лучше, чем ваши все пропагандисты, которые вам по ушам ездят и здесь в телефоне вам, в смартфоне вам это все рассказывают. Клянусь Аллахом, вы враги Аллаха будете. Вы слуги ФСБ, слуги сатаны будете. Германия виновна перед евреями и цыганами, и другими народами. И они признали эту вину и считают себя освобожденными от этой нацистской идеологии. И с большим уважением относятся и к евреям, относятся и к цыганам. Особенно к евреям, которых 6 миллионов человек, большому сожалению, большой трагедии истребили, убили, сожгли, в печах сжигали, травили газом. Это правда, это не выдумка. Это абсолютно 100%. Я видел эти концлагеря, я ходил там, был, есть материалы уголовного дела и так далее. И сейчас раскручивается такая пропаганда, что вот там Израиль в секторе Газа там занимается жестким уничтожением хамасовцев, ну и блокирует арабов сектора Газа. Мерц, нынешний канцлер, впервые в истории, хотя немцы очень деликатны в этом вопросе, немцы никогда не скажут ничего, даже против чеченцев, прямо называя национальность. У них вот выработана с тех пор вот историческая память. А к евреям они личную считают, до сих пор лично считают, что они виноваты. И Фридрих Мерц сказал, что он не понимает то, что сейчас делает Нетаньяху, то, что вот там в секторе Газа происходит. Евреи, проживающие в Германии, не имеют никакого отношения к тому, что делает Нетаньяху. Германия, немцы не имеют никакого отношения к тому, что делает Нетаньяху. Они виноваты перед ними, но они не виноваты в том, что сейчас кто-то что-то как-то делает. Поэтому любой человек, который совершает против Германии здесь что-то, автоматически является слугой ФСБ и именно делает это для ФСБ. Если вы хотите что-то сделать, даже против российского посольства нельзя. Категорически, даже против российского, которое убило 300 тысяч наших, более 250 тысяч наших граждан. Всех национальностей и всех вероисповеданий. Даже против них не имеете права вы сделать. Даже против русских, которые здесь находятся. Даже против российского посольства не имеете права делать. Потому что это напрямую касается Германии. Мы заключили, а нам Коран говорит, Ислам говорит, заключил договор, не нарушай. Если ты нарушаешь договор, ты лицемер, ты предатель. А Аллах не любит предателей. Если вы что-то хотите сделать, вы можете поехать в Украину, там театр боевых действий. Хотите что-то делать, езжайте в Россию. С Россией у нас нет мирного договора. Вы имеете право наносить только там по военным объектам.
Я не призываю вас это делать. Я вас призываю на территории Германии не совершать ничего, что навредит Германии. Только лишь потому, что вам кто-то промыл мозги, кто-то вам объяснил. Мне тоже эти мозги промывали. И мне тоже было 18 лет, 20 лет. Я тоже верил разной пропаганде, пока сам не начал изучать. И Коран сам не начал изучать, и ситуацию не начал изучать. И до сих пор, мне уже под 50, до сих пор я для себя каждый день что-то новое открываю. Поэтому не думайте, вот этот юношеский максимализм, когда вы думаете, что вот вы постигли истину, вы все знаете. Нет, вы не постигли истину. Истину так легко не постигают. Для того, чтобы постигнуть тот же ислам, ту же систему политическую, нужны годы обучения, десятилетия даже. Некоторые посвящают исламу всю свою жизнь. Вот такую брошюрку, такую мелкую открывают. Вот смотрите, написано. Вот здесь написано. Это не работает так. Для того, чтобы ты должен чему-то обучать людей, о чем-то призывать людей, ты должен десятилетия, всю свою жизнь посвятить этому. И только после этого тебе придет осознание, просветление и так далее. Поэтому любой, еще раз, кто совершит хоть малейшее преступление на религиозной, политической, идеологической основе на территории Германии, является врагом Аллаха, врагом чеченцев и является слугой и собакой ФСБ. Запомните это. Я вам это говорю, как человек, который и ислам знает, и законы знает. И никакой пощады к вам не будет. Ни у кого. Понимаете? Ни у нас, чеченцев, к вам не будет. Ни у немцев, добросердечных немцев не будет. Понимаете? Потому что это будет пресекаться на корню. Это коснется всей вашей семьи. Ваши семьи, вы-то, может, там сдохнете, как собака, как использованная собака ФСБ. Ваши семьи пострадают. Ваши родственники пострадают. Если им угроза на России, их выкинут на Россию, не задумываясь, всех. Кто с вами был рядом, кто с вами разговаривал, те сядут в тюрьмы, у тех будут огромные проблемы. Их занесут в список террористов и так далее. Вы-то сдохли, все, вас нету. Поэтому задумайтесь, насколько опасно то, что вы делаете. Сейчас вы делаете то, что нужно именно России и ФСБ. Это 100%, я вам говорю. 100%. Я никогда не вру, вы знаете, кто меня смотрит, я знаю, меня молодежь смотрит, многие меня хоть и недолюбливают, но смотрят, даже те, кто недолюбливает. Потому что не нравится вся правда, которую я говорю, она расходится с той пропагандой, которая им навязывается. И про меня очень много слухов распускают. Поэтому запомните, я первый буду, кто будет вас каждый день вот в эфирах плевать в вашу могилу, на ваш труп и говорить, это собака ФСБ была, это собака сатаны была. Запомните это. Запомните, вы не будете героями, и в рай вы не попадете. Запомните, вы будете инструментом ФСБ, одноразовым использованным инструментом. Запомните.